ناق أرجل هاي اكتئاب بردز يقان قرد لها بيونا قسم كرد سمور شهرير يق يتسينيق غلاز علاقة دواس مخاش كلا دا چي رايون ديز داغوستان افتادور رقيرين управление دين قيل خان محمد رحيمов экадор كارخنا دين ديرектор ناصر بطايف و داغ افتادور دين رقير ремонт равунин отдел دين начальник Хаджибеков Махман Хана حكومة правительственный векилар муниципальный район дин قيليق غلاز أصحى چكادال خيدا لاغيرنس أرادوا تايهلا وريور أون وتعلق سرنج مرحلة خن مرادل دي مونيسيبالني رايون دين كابинета им бесела дает хозвай предлагай совещание долгот хана. Здесь вода с ущелья вот по этим трубам шла, но в этих местах она как бы скапливалась. Это, видимо... Я здесь бывал, здесь вода оттуда шла. Сюда эта вода скапливалась оттуда, шлепа, который идет. Вот, тоже вот, она вот видите, там труба была. Вот, просто грунты такие, вот посмотрите, вот эти грунты, они слабо связаны. Песчаные грунты. Вот особенно вот там, смотрите, никакого каменистого даже этого нет. Нет. Чистый видите, грунт. Чистый грунт такой все. И сказать, не глинистый он даже. Видите, глинистый, когда бывает, он какой-то это имеет. Смотрите. Все песчаный грунт. Все песчаный грунт, да. Необходимо здесь в обязательном порядке, соответственно, мы когда услышали, я понимаю, озабоченность и министра Шерхана Махана сказал, выезжайте на месте, главой района посмотрите, определите. Естественно, здесь надо создать и комиссию тоже, привлечь надо здесь специалистов, особенно геолога, изучить нормальные геологические, геофизические свойства этой самого состава грунтов. И, соответственно, здесь надо принять серьезное проектное решение. Я думаю, здесь поспешное решение, все какое-то сегодня еще подождем. Пусть эти дожди пройдут. Я думаю, после чего мы обговорим сейчас вопрос там правительства. Тоже может создать комиссию еще раз с МЧС, этого. Все со всех ответственных министерств, ведомств, если что связано. Привлечь самые главные специалисты. Пусть дадут нам заключение. После получения технического заключения, я думаю, здесь надо включить программу, сделать проектно-сметную документацию и включить его в программу 2022 года. А так здесь провести первоочередные работы, сегодня делать какие-то эти, я, например, не вижу какой-то здесь даже и целесообразности. И само, возможно, еще она может дать просадку. После этих, вот видите, впереди там, вот не только там, еще дальше вот образовались эти, значит, она может еще дать просадку. Как будто ножом вот масло. Да. Ну, видите, выкинули его вообще. Поэтому я думаю, сегодня, конечно, не приехать, не это мы не могли, это, я понимаю, нашу это общая задачи и понимание, но в этом вопросе, я думаю, здесь должно быть четкое, ясное, принятое решение, техническое решение. Без такого решения, я думаю, принять какого-то это первоочередные меры, и здесь пока не представляется какой-то это целесообразности. Спасибо, отреагировали, моментально приехали, спасибо. Ну, здесь вот такой вопрос, здесь надо изучить и другие участки этой дороги, не везде скалистая порода. Эта дорога существует с 17 года, прошлого столетия. Ну, таких проблем не было. Маленькие обвалы, оползни были, но так, чтобы как будто ножом порезали, как масло. И чтобы полностью такой массив 200 метров пошел к речке, такого не было за всю историю. Видимо, здесь и природно-климатические, видимо, какие-то, я не знаю, землетрясения, что ли. Я не знаю, но я не специалист. В любом случае, это, как вы сказали, специалисты должны. Ну, такая просьба была. Объездная дорога, здесь школа у нас, инновационная школа. Здесь инвестиционные проекты реализуются. Практически дорога объездная, она в хорошем состоянии. Это один участок, где-то километр бездорожья. Детям в школу с Касумкента, с других сел, которые приезжают, по 7 часам, чтобы успеть, минимум полчаса будет времени уходить на объезд этой дороги. Вот. И если была бы возможность в любом случае это привести в порядок, изучить, это займет немало времени. Если есть возможность вот эту часть как-то до конца года, объездную дороги, определенную часть, где-то километра, хотя бы легким слоем асфальта покрыть, приехали специалисты Дагавтодора, руководитель Дагавтодора, Хамаран Магомедович, куратор Минтранса и наши специалисты.
такое своеобразное, можно сказать, комиссию мы проводим по ЧС. Нужны предложения, нужны ясности в этом деле. Конечно, ситуация под контролем, жертв пострадавших нет. Дорога действовала с прошлого столетия, несколько лет назад она асфальтирована. Но, к сожалению, с природой не поспоришь, природа вносит свои коррективы. Поэтому в этой ситуации нам надо определить, как нам дальше проработать вопрос, что нам нужно делать, как восстановить этот участок дороги. Для этого и приехали специалисты. За это огромное спасибо, быстренько среагировали, приехали. Мы утром проводили свою комиссию по ЧС, принято решение обратиться к вам. Но пока мы обратились, вы сами приехали, обратиться в соответствующие службы республики. Информация доведена по разным каналам. Спасибо я хочу сказать всем нашим службам, которые вчера ночью оперативно отреагировали на ситуацию, заблокировали дорогу, организовали оповещение населения. Это и наш ГОЧС, и служба МЧС в районе, и РОВД, и, естественно, ДЭП, администрации поселения Касымкенского, Цимурского. И в этой ситуации дальше, что мы планируем, как нам организовать движение, там и школа, там и другие объекты, инвестиционные площадки. Объездная дорога, она соответствует ли тем параметрам, скоро зима, как нам быть в этой ситуации, ваши предложения, ваши виды. И прежде всего, хотел бы, чтобы Хан Магомед Иванович дал свои комментарии по данному вопросу. Первое впечатление, которые на месте были, я вам хочу сказать, очень много сейчас в последнее время, вы знаете, с 24 числа почти 15 дней идут продолжительные ливневые дожди. У нас очень много разных разрушений, оползней. Естественно, принимаем какие-то первоначальные меры. И здесь сложившаяся ситуация сегодня, да, и СМИ, и другие средства массовой информации иногда начинают из ненужную информацию взять, сообщить. Я со всей ответственностью говорю, здесь и присутствовал и проектировщик наш. Это чисто природный техногенный характер в результате сильных ливневых дождей. Тем более мы посмотрели, она снизу трещина идет, уже полным ходом уже обваливается то, что уже проваленный участок снизу тоже. Рекой она промывается снизу. Поэтому говорить здесь о какой-то другой причине дороги, то другой, исторически она сложилась. И видно она как действительно на расстоянии 200 метров, на глубине почти там 20-25 метров, как полка дороги вообще, можно сказать, как будто все это землетрясение было или такое все это. Ну, естественно, это здесь четко, ясно, однозначно, это природно-техногенный характер в результате сильных ливневых дождей. Других здесь этих причин пока первоначально мы глазномерно, или, как говорят, будучи на месте, не можем другому определить. Но, однако, мы, соответственно, на этом вопросе не остановимся. Я думаю, как сейчас дожди остановятся, мы направим сюда проектировщика, естественно. Они определят направление. Мы посмотрели верховой стороны, подняться не могли сегодня, там очень скользко. Посмотрим верховой стороны. Если, соответственно, специалисты дадут, что такое есть, это один из вариантов, который, возможно, будет принят. Что касается восстановления данного полки дороги, она не представляется возможной. Сегодня здесь проектировщик тоже был, он тоже посмотрел. Поэтому хорошо, что у нас есть объездной участок дороги. Я понимаю, конечно, здесь, возможно, из-за увеличения расстояния здесь и время будут терять больше. И учитывая, что там последний концевой участок, это находится в балансе администрации, что с нашей стороны возможно, мы правительству тоже это доложим. Надо, соответственно, если вести здесь первоочередные меры, особенно по этой администрации вашей Цимурской, если вести, возможность есть обратиться в правительство Республики Дагестан в целях принятия оперативных мер, соответственно, по приведению нормативного состояния объездной дороги и обеспечению дорожного движения, потому что будем возить детей, чтобы оказали возможную финансовую помощь. Что касается с нашей стороны, если дальше там, если такой вариант будет, мы поддержим. А так мы в ближайшее время направим сюда наших специалистов
Если дадут такое заключение, естественно, будет разработана проектная документация, и по аварийно-восстановительным работам мы постараемся их включить в программу. И, соответственно, если что получится в этом году, если отсюда вариант будет, тот верховой вариант, да, это вариант мы будем быстрее реализовать и примем решение, если там специалисты дадут. Если нет, естественно, нам придется там подключить геомониторинг. Во-первых, полностью надо изучить это, протяженность этой дороги, потому что там очень такие песчаные, такие грунты на всей протяжении. Нету ли других этих, делая там объездную, что возможно все это. Когда, я думаю, в любом случае нам комиссию придется там составить, разработать, пригласить специалистов, геолога. Желательно, чтобы приехал, изучил состав и содержание этой земляной массы, там, которая там проходит. А так, на сегодняшний день, я думаю, учитывая, что можно там действительно, если вести такое положение, обратиться в правительство, мы с нашей стороны тоже доложим правительству, что какой это характер носит, что носит, и общими усилиями, я думаю, примем решение. Не вижу, чтобы объявить здесь, нет такой необходимости решения ситуации. Почему? Потому что любая проверка, любой орган скажет, на каком основании. Если не было бы там дорога объездной, то есть мы даже вот эта дорога, которая отсюда, это вообще исключаем оттуда, потому что вблизи уже зима наступает, осень, зима, и вот, учитывая, есть векала, Сардаркин векала, только вот это, учитывая, имеет вот эта дорога, не позволяет, что объявить чрезвычайную ситуацию. Да, конец года, у нас таких средств выделить на ремонт этого участка свыше километра у нас нет. Это минимум, по оценкам специалистов, 10-15 миллионов рублей, в зависимости от самой категории дороги. Но чтобы дорогу отремонтировать, вы же понимаете, 44 ФЗ требует от нас проведения торгов, аукционов. Это минимум 3-4 месяца, как минимум. За 3-4 месяца и зима пройдет. Поэтому, если мы режим повышенной безопасности объявляем локально или как там, можно оперативно решить вопрос при наличии средств. Поэтому мы хотим обратиться к правительству, чтобы из резервного фонда конец года мы свои деньги, они уже по статейно определены, по БКК, эти безопасные качественные дороги, уже работы проводятся, дорожный фонд уже распределен, работы практически завершаются, октябрь, ноябрь. Поэтому 10-15 миллионов рублей для нашего бюджета это немалые средства. Только с этой целью, понятно, что дорога, временная объездная дорога есть, с этой целью мы хотели бы объявить такой режим. Поэтому дайте ваши предложения, посоветуйтесь с прокуратурой, получите у них тоже экспертное соглашение. Согласно 68 федерального закона о защите населения территории чрезвычайной ситуации техногенного характера, по новым этим раньше до 5 миллионов был муниципального характера ЧС, сейчас до 12 миллионов. Пока мы не будем располагать таким деньгам, пока мы свои деньги, муниципалитет не будет расходовать, мы не имеем права обратиться в правительство Дагестана о каких-либо помощи. Мы именно обращаемся в правительство Республики Дагестан, чтобы они выделили муниципалитету средства, и муниципалитет будет осваивать эти средства. У нас нет таких денег. Если у нас нету, мы не имеем права. Законом не имеем права. Вот, чтобы у нас были, мы обращаемся в правительство, чтобы они выделили муниципальному бюджету из резервного фонда дополнительные средства. У нас весь бюджет расписан. У нас в резервном фонде осталось где-то миллион, там, не больше миллиона рублей. Мы не думали, что вот у нас под конец года будет такая ситуация, чрезвычайная ситуация. Вот. Ну, причина началась снизу, я так думаю, потому что там, если внизу нормальный упор, когда есть, значит... Нет, снизу идет, видно уже. Да, снизу идет. Там сокалы тоже останавливались, мы когда спрашивали, когда интересовались, они тоже нам рассказывали, добывали, говорит, лет 20-30, это было заброшено, вот это оттуда, там такие отверстия копали, из-за этого могут это случиться. Оползень начался. Ну, земля рыхлая, это видно. Да, однозначно оползень начался снизу. Снизу начался, он потихонечку вот так, и вот дошло до этого. Да, мы когда там были, уже большие трещины были, вот
Вот такие места еще есть там, где рыхлые, там, где скалистые, там нормально, а где рыхлые, там просадки, вот такие места есть. Тогда не было, вот сейчас, ну, когда я ехал, еще одно место я выйду. Вот сейчас я хотел как раз с вами, там я послезавтра приеду, поедем, посмотрим еще раз. Вы лучше в пятницу или в субботу приезжайте, у нас до пятницы, до субботы, говорят, дожди. Дожди Ну, скорее ложись всего, в спать. пятницу я Нет, приеду. ну, тебе надо с проектировщиком вместе приехать сюда, ну, определить И направление. квадрокоптером взять, Да, снять полностью квадрокоптером участок. весь участок надо снять. Раз уже такое дело, надо полностью обследовать весь участок этой дороги.